Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами посмотрим, как он будет действовать по отношению к вам, либо каких действий вам от него ждать. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух, как вам будет удобно, задайте ему свой вопрос. И давайте вместе посмотрим, будет ли он действовать и как он будет действовать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, то, что сейчас скрыто, то, о чем знать. Так, сложный мужчина пришел, очень сложный, проблемный, сложный. Да, все смешалось. Вот смотрите, мои хорошие, его показывают очень сложным и очень проблемным. У него все запутано, все такое, знаете, вот как беспорядок, какой-то хаос и в голове, и в жизни происходит. А у вас наоборот, у вас все четко, ясно и понятно, все, знаете, по полочкам разложено. То есть вы очень педантичны, а он наоборот, какая-то неряха. Неряха, растеряха и свою жизнь превратил в какой-то ужас. Ужас, как будто бы свалка какая-то. У вас идеальный порядок, а у него в жизни свалка. Мужчина, кстати, сейчас как будто бы с ума сходит. Сходит с ума из-за вас и из-за того, что его желания не совпадают с его возможностями. Плюс очень похоже, что на этого мужчину легко можно воздействовать и влиять. Либо он находится под чьим-то воздействием и влиянием. Знаете, когда сердце к вам просится, а голова не пускает. Да? Не пускает, потому что голова забита всяким хламом. Вот. Либо в голову кучу хлама напихали, вот, и получается как спор между сердцем и головой. Кстати, у кого-то из вас так и отыграется, что на мужчине приворот. Приворот может быть не совсем удачный, может быть давнишний, ну, либо кто-то рукожопой делал. Вот. Оно вроде как бы и сработало, но не до конца, но не совсем. Как-то, знаете, что-то не то. Вот что-то есть, но что-то не то. Если с мужчиной, вы загадали на мужчину, с кем вы только начали встречаться, либо присматриваетесь друг к другу, либо вот в самом начале отношений, явно на мужчине приворот. Вот. Потому что сердце просится к вам, потому что сердце только вам радуется, а в голове, извините, какашка, которая не пускает, не дает и очень плохо пахнет. Вот. Если мужчина давно уже в вашей жизни, то явно у вас взгляды на жизнь, в принципе, на жизненные ориентиры очень сильно разбегаются, совсем не сходятся, опять же, по той причине, что мужчина какой-то у вас, ну, странный, давайте так скажем, странный, на него кто-то очень сильно влияет. Влиять могут как и друзья, так и родня. То есть там родители могут влиять, говорить: Господи, ты у нас такой хороший, ты еще такой молодой, да зачем тебе жениться, да зачем тебе это все? Это же жена, она сядет тебе на шею, нарожает тебе кучу детей, а ты бедненький будешь там на 3 работах ешачить, да, чтобы какие-то копеечки жене своей принести. Да, и он такой думает: да, перспективы не сахар, да, и куда же это куда это меня несет? Не знаю, мужчина мне не очень импонирует, если честно. Хотя я не могу сказать, что он какой-то прям плохой. Нет, скорее вот либо приворот на нем, либо он слишком внушаемый персонаж. И от этого все проблемы. И с вами проблемы, и в жизни проблемы, и в делах проблемы. И вообще какой-то вот действительно хаос, свалка у него происходит. Действие. Но сердце просит действий, потому что сердце хочет вам служить, хочет только с вами быть. Хочется, знаете, как весь мир бросить к вашим ногам. Эту пресловутую звездочку достать,
героический поступок совершить, ну типа я же рыцарь, да, дама сердца, надо стараться. Но при этом, понимаете, вот голова полный блок. Полный блок. И еще мне кажется, что он почему-то на вас как-то обиделся, либо действительно вы недавно поссорились. Потому что в голове, вот именно в самом мозге, у него очень много таких негативных вспышек в сторону вас. Знаете, как хочется вам что-то доказать, проучить, а вот я тебе покажу, а вот ты еще там поймешь. Но это как-то негоже, да, когда человек любит, он не должен так думать. Тем более, еще раз говорю, сердце противоречит мозгу. Вот как-то так мне идет. И еще вижу, что помимо проблем с вами, у него еще очень серьезные проблемы на работе, в делах, в бизнесе. Прям совсем все из рук валится, прям совсем ничего не получается. И чем дальше, тем больше он сам закапывается в этих проблемах. То есть он их не решает, он их растягивает, запутывается в них и такой кричит: помогите, спасите. Ну, в общем, какой-то беспредел. Кстати, возможно, даже мужчина в проблемах на работе по одной простой причине, что он внушаемый, да, легковерный. И, возможно, его действительно обманули, подставили и все на него скинули. И он никак это принять, осознать не может. Так, кто загадал на женатого мужчину? Ну, тут точно приворот тоже есть. Женился, скорее всего, по привороту. Тут и приворот, и убеждение, и внушение, и даже какой-то гипноз, и воздействие, давление на него, да, поэтому он женился, до сих пор боится развестись. То есть как бы без всякой любви женился, то даже не по залету, а просто вот как заставили, принудили, обязали, да, ярмо на шею повесили, все, иди, молодец, иди морковку скушай. Такой ишак, который на себя действительно навешал всех и сразу. Жалко его, но с другой стороны, ну, извините, ты же не осел, ты же мужчина, тоже должен думать и уметь за себя постоять. Так, почему не действует? Вот не вижу я, чтобы он как-то активно действовал. И вопрос, почему не действовал, здесь явно идет ответ. А что он может вам предложить? Что? Свои проблемы? Свои долги? Свою семейку не совсем адекватную? Что он может вам предложить? Какие действия? В долгах, как в шелках? Не знаю, вот он как будто бы сам виноват в том, что он так погряз в хаосе. В том, что жизнь свою действительно в помойку превратил. В мусорник, помойку. То ли он какой-то слабохарактерный, то ли он действительно вот такой ручной прям, да? Ну, в плане того, что на него влияют, воздействуют. А вы не такая, вы никогда не будете человека использовать в своих интересах, вы никогда не будете продавливать свои интересы и кого-то прогинать. Нет, вы вообще другими методами пользуетесь, вы очень адекватный в этом плане человек. И для вас свобода действий человека – это самое главное. То есть никогда никого ни на что не принуждаете. Вам и в голову такое не приходило. Вижу, что у вас сейчас в жизни какие-то перспективы открываются, но они пока такие, вот знаете, как дымка на горизонте. То есть уже что-то намечается, но еще не конкретно. Вам бы делами заняться, там, работой, карьерой, либо тем бизнесом, который задумали. А вы слишком сильно отвлекаетесь на этого мужчину. У вас сердце болит из-за него. Вам кажется, что он холодный, что он равнодушный, что он с вами играет, что он вас использует. Вам и в голову не приходит, что он под приворотом, либо что он действительно живет по чужому внушению. Ну вот да, внешне на него посмотришь, как бы, ну, нормальный, адекватный, самостоятельный. Но если заглянуть поглубже, ну, там маленький ребенок, либо такая тряпичная кукла, которую все дергают, ну, за веревочки. Ну, вот семья особенно может дергать. И он такой: ну да, я рад, что я кукла. Вы к нему что-то чувствуете, чего не чувствовали к другим мужчинам. Но здесь какое-то родство душ, слияние душ. Что-то прям родное, сами себе объяснить не можете. Но вы это чувствуете. Но вот вижу, что ни к одному другому мужчине вы такого не чувствовали. И это действительно вас подкупает. Подкупает и подкупала прям с первого дня. Прям потянула очень сильно. Вот, ну, действительно родного человека встретили. Здесь явно, да, родство душ просматривается. Возможно, вы действительно души-странники, которые в разных жизнях, в разных сценариях встречаются. Я уже такое видела. И на отсыпки на общие видела. И еще вижу, что вы его жалеете.
На подсознательном уровне он вызывает у вас жалость. Жалость, хочется ему как-то помочь, защитить. Но видите, что парень неплохой, да, он просто вот где-то не свернул не туда, да, где-то заблудился. И хочется ему помочь, но не знаете как. Вижу ваши цели, планы. Хочется счастья, просто банально хочется счастья. Каких-то там особых выгод вы не ищете. Вы просто хотите родного человека рядом, быть счастливой, любить, быть любимой. То есть у вас все банально, все просто, и вы очень честный, порядочный человек в этом плане. Хотите пару, хотите семью, детей хотите, либо просто пожить для себя, может быть, детки уже у вас есть. Вот не хотите вы быть одна, но опять же, а вы с кем вы тоже не хотите. А вот с этим и хотите, родство чувствуете. Родство. У вас какой-то очень дурной опыт был в жизни, когда вы действительно любили, а вам сердце разбили. То есть ваше сердце уже познало любовь. Но эта любовь, она была ужасной, болезненной и трагичной. Вы долго приходили в себя, такое впечатление, что по кусочку себя заново собирали. И еле-еле научились заново жить. Прям очень было тяжело. Были моменты, когда вы вообще не видели смысла дальнейшего существования. Но вас то ли дети вытащили, то ли дело, может быть, вытащило, может быть, семья, кто-то вытащил вас. Но вот прям вижу, что на краю были. На краю и уже не ведали, что творили. Настолько было больно. Вот настолько вас предали и разбили вам сердце. Ну, ничего, время лечит. Не зря так люди говорят, это правда. Вижу, что уже давно пришли в себя. Вот не хотите вы повторения и всячески его избегаете. Не так-то просто и легко вы сходитесь с мужчинами. Если что-то не так, что-то смутило, вы такая раз на 180 развернулась и убежала. То есть это как бы свойственно вам. А вот с этим нет. С этим прям тянет, и вы чувствуете, что вы по нему скучаете, что вам его не хватает. Но опять же, родство чувствуете. Смотрите, мои хорошие. Приблизительно сердце мужчины испытывает к вам то же самое. То же самое. Но в отличие от вас, у мужчины мозг неправильно как-то работает, либо работает, как я уже сказала, со сбоями. Да? Вот превратился в одну большую какашку, вонючую какашку, да, которая мешает ему нормально жить и нормально выстраивать счастье, отношения с вами. Его действия. Во-первых, ему очень хочется вас видеть. Он действительно по вам скучает, так же сильно, как и вы по нем скучаете. Мало того, у него есть что-то от вас, либо какая-то вещь, предмет, а может быть ваша фотография. И вот он постоянно прям медитирует на эту вещь. Он ее рассматривает, он ее там наглаживает. В общем, он с этой вещью живет, просто не расстается. И он как ищет с вами встречи, но что с вами дальше делать на этой встрече, он не понимает. Он не знает, что вам предложить, он не знает, как себя повести, он не знает, что вообще вам нужно, что для вас хорошо, что для вас не очень. Знаете, вот если вы хотите быть с этим мужчиной, либо выстраивать эти отношения, то вы должны смириться с тем, что этот мужчина в душе, он ведомый. И, грубо говоря, он подкаблучник, да, ему нужна действительно сильная женщина, которая вот так за кукушки возьмет, так сожмет, скажет: все, теперь ты мой, да, и будешь делать то, что я говорю. Вот для него это прям идеальный сценарий, идеальный. Если вы так сможете сделать, все случилось, все сложилось. Этот мужчина будет от макушечки до пяточек ваш, и только вам будет в рот заглядывать. Да, он будет вас любить, он будет вас слушать, он будет пылинки с вас дувать, он станет вашим вечным рабом-слугой. Опять же, любовником, другом, мужем и дальше по списку. Но мне почему-то кажется, что вы не этого ищете. Вы меня извините, может быть, там 80-85% не этого ищут. Вы хотите сильного мужика рядом, такого, что прям аж кровь кипела от него, да, от его взгляда, от его там решений, от его действий. Такого хотите. Но этот нет, этот тряпочка. В хорошем смысле слова, да, он добренький, он добрый, открытый, и ему хочется, чтобы его вели. Он то ли так привык от рождения, то ли это какая-то особенность его. Тут и жалко, и ничего не поделаешь. Понимаете? Вы как там? Готовы быть госпожой? Как БДСМ одобряете? Да, кстати, может быть, и в интимном плане именно такие вот моменты его тоже очень сильно торкают. Хотя. Да нет, наверное, все-таки торкают.
Но судя по этой отсыпке, этому мужчине нравится, когда им управляют, когда его там, дерут. Так, девочки, его действия. Ну, первое действие – это встреча с вами. Встреча и какой-то странный, мутный, долгий, нудный, ни о чем разговор. Знаете, в этом разговоре все как-то странно будет звучать, и он больше как сам с собой будет говорить. Это как не разговор, а монолог. Да, не диалог, а монолог. Он будет как будто бы сам себе разжевывать свое мнение, отношения, чувства, эмоции, планы, стратегии. То есть как бы он сам с собой будет говорить, а вы просто так случайный слушатель, зритель. Встреча, разговор. Кстати, встреча у вас уже не за горами. Здесь как-то мужчина найдет в себе силы и сможет вас пригласить. Здесь приглашение в какое-то вот место, может быть, кафе, ресторан, либо вот что-то, где есть люди, да, где есть другие люди. Да, он такой думает, в случае чего там помощи прошу, да. Начну терять сознание, будут люди, они мне помогут. У него какие-то странные реакции на вас. Вот правда, реакции, которые он не может предугадать и которые его пугают. Но я так скажу, эта реакция, это любовь называется. Вот эти бабочки в животе, помутнения всякие, дрожь, сыпь, краснота, испарина. И он такой, что со мной, да, что со мной, почему я так реагирую? Вот. На самом деле это проявление любви, сердца, да, как учащенное сердцебиение. Вот. Он просто глупенький, наверное, либо он таких вещей не знает, не слышал, может быть. Ну вот да, реакции есть, реакции очень сильные. Ему только подумать о вас стоит, и уже реакции начинаются, особенно там пониже пояса. Вот, что есть, то есть. Ждите от него приглашения на встречу, ждите свидания, ждите очень странного разговора. А пока на этом все. Пока на этом все. То ли время действительно ему нужно, а может быть, высшие силы и вам дают время определиться, чего вы хотите на самом деле. Сможете ли вы быть его госпожой? Хотите ли вы мужчину-подкаблучника? Готовы ли вы за него бороться? На что вы готовы? Знаете, вот в таком ключе. Потому что за него нужно будет бороться. То ли с родителями, то ли с другой женщиной, то ли, может быть, даже с друзьями его. Я уже сказала, да, вот мне показали, что его легко можно впечатлить, и он очень внушаемый человек. Вот, а внушения здесь много. Подумайте, вы просто подумайте. Смотрите, у вас еще есть время. Он пригласит вас на встречу, пока встреча состоится, пока этот разговор состоится. Вы к нему повнимательнее поприсматриваетесь и примите правильное решение. Дело в том, что если этот мужчина к вам привыкнет, почувствует, что вы действительно его женщина, то потом очень сложно будет с ним порвать связь. Он из тех редких мужчин, которые, такие вот прям, знаете, как жвачка, которая прилипла к волосам. То есть, хрен распутаешь. Попробуй от меня избавиться, да, там только отстригать. В общем, подумайте хорошо на досуге. Да, родство есть, скорее всего, где-то в каких-то воплощениях вы уже с ним вместе были, не обязательно как муж и жена. Родство могло быть и другого порядка рода. Вот. Это не обязательно, что вы в этом воплощении должны быть вместе. Это всего лишь человек по судьбе. Да, один из людей, которые вам по судьбе. Вот. Подумайте на досуге и, главное, примите сами решение. Вот вижу, что цепочка событий пойдет именно от вашего решения. Вот видите, ваше решение в голове. Цепочка событий влево, цепочка вправо. Если вправо, вот она вы госпожа, вот он ваш, раб, давайте так скажем, да, слуга, верный слуга. Видите, какая вы высокая на пьедестале стоите, какой он мелкий, ног ваших касается. Это если вы его выбираете. Если вы его не выбираете, цепочка событий идет влево. Здесь изящный женский ботиночек, да, это да, ботинок, все-таки голенище есть. Смотрите, какой изящный на каблуке. И огромный мужской башмак, видите? То есть будет другой мужчина, другой. Не вот такой вот услужливый парнишка, а мужик на все 100. Вот, думайте, выбирайте, ваша судьба, ваше личное счастье в ваших руках. От мужчины ничего не зависит, все зависит от вас. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.